Сегодня мы смотрим на сплетни, мои хорошие, кто что говорит о вас, кто следит за вами, кто хочет узнать о вас какую-то информацию. Давайте смотреть, кто у нас уже пошел. Так, ну идет мужчина, идет бедный мужчина, мужчина, у которого ничего нет в данный момент. Это мужчина бывший, мужчина, с которым уже давно у вас ничего нету. Он сейчас думает о вас. Думает постоянно, потому что он в какой-то момент вас, извините, потерял, да, будем говорить приличными словами, где-то охладел, где-то вы охладели. То есть все привело к тому, что вы разошлись, да, вот уже сами даже карты побежали, смотрите, сейчас он как будто бы хочет показать себя с другой стороны, то есть, знаете, вот это такой тип мужчин, которые приходят и уходят, вот они придут раз в полгода, раз там в 5 лет, чтобы себя показать, что он еще вас помнит, что он лишний раз, вы знаете, вот напомните себе, вот такой вот тип мужчин. Говорит о том, что сейчас он хочет вам, знаете, как сказать, что он стал более правильный, более надежный, как будто бы, да, но это все обман, опять же, потому что у вас остались как будто бы к нему, знаете, какие ощущения? То, что он все делал для себя, он старался всегда только для себя, он никогда не делал ничего для вас. То есть, возможно, это были какие-то мелочи, да, что-то он мог делать, но в основном он с вами был, да, девятка кубков, потому что ему так было удобно, возможно, вы ему помогали деньгами, содержали его, либо как-то подталкивали, да, каким-то действием. То есть это такой мужчина, вот тип, да, которого надо подталкивать постоянно. Вот сейчас он просто льет слезы, да, по вам, потому что он понимает, что вот без такой женщины, как вы, вот он бы мог быть действительно денежным, он мог бы быть успешным человеком, если бы он с вами остался, и он это прекрасно понимает. То есть он, грубо говоря, высасывал из вас энергию, да, девочки, энергию, которая у вас была и есть, да, до сих пор. То есть он хочет подпитаться, да, он будет говорить, да, десятка кубков, что я изменился, что я весь такой хороший, я жду, когда ты меня примешь обратно, да, тройка мечей. То есть постоянно вот эти вот мысли у него, что как бы ее вернуть, как бы, чтобы ей напеть, да, чтобы она опять стала думать обо мне. И вот сейчас либо этот мужчина уже у вас проявляется, да, либо уже требует там встречи, да, интима там и так далее, либо будет, да, вот в ближайшее время, то есть это этот месяц, либо следующий там, да, начало уже у нас идет следующего месяца, поэтому он проявится в ближайшее время. Так, что он еще хочет сказать? И будем уже смотреть на другого. Девочки, сегодня у нас много вариантов. Да, смотрите, с тем мужчиной, тут все равно у него уже, кстати, какая-то либо женщина от него беременна, либо уже есть какая-то ответственность. То есть у него уже, он даже может быть уже не свободный человек, понимаете, не свободный. То есть есть какая-то женщина, которая на него уже нацелилась. Вот, но он придет к вам с поклоном, он будет просить либо вашей руки, либо вашего внимания, но, как бы сами понимаете, зачем вам, зачем нам такие нужны, да. Так, следующий мужчина у нас идет, девочки, ну тут мужчина более основательный, но вы знаете, это вот такой тип, что он вот встречается, когда ему надо, то есть да, он может быть обеспеченный, да, у него может быть жизнь так, как он хотел бы. Вы знаете, это был мужчина, от которого вы ушли, да, либо он ушел когда-то. То есть это мужчина из прошлого, мужчина из прошлого. Да, он понимал, что вы его где-то обманываете, что вы ему не договариваете. То есть вы знаете, вы вот сомневались, быть с ним или нет. То есть у вас было такое ощущение, что вроде, ну как бы да, с ним хорошо, с ним уверенность там в будущем, да, и все такое. Но что-то вам не давало, что-то вам подсказывало, что подожди, не связывайся с ним. Почему? Потому что да, он бы вас держал, ну как бы либо это золотая клетка, да, либо это какие-то обязательства, то есть вам постоянно приходилось бы силы, да, терпеть его характер, терпеть его какие-то выходки, то есть это мужчина, скорее всего, патриархальный какой-то склад характера, и то есть вы постоянно должны будете ему подчиняться, вы постоянно должны будете жить только его жизнью, да, то есть у вас своей бы просто не было. Плюсом еще у него постоянно была какая-то женщина, либо женщины, которые вмешивались в ваши отношения, то есть мало того, что он и так бы вас доводил, да, были бы еще и были вот эти женщины, которыми он вызывал как бы ревность, да, вас, что типа борись за меня, да, вот все-таки как-то сила, она такая вот эта борьба. И опять же, пятерка жезлов тоже борьба.
Борьба за мужчину была бы постоянная, девочки, поэтому все, что не делается, все к лучшему, слава богу, что так случилось, да, что он говорит. У нас, кстати, уже другой мужчина идет, сейчас давайте про этого посмотрим. Так, ну что он говорит? Он, кстати, тоже сейчас будет проявляться. У него есть ощущение, что пора бы себя показать, да. Он еще возрос, да, в своих каких-то планах. Возможно, он стал более обеспеченным еще, да. Он и был как бы не бедный, но тут еще более он стал обеспеченный. Он уже может предложить вам очень даже хорошую жизнь. Но, девочки, вы будете сомневаться, потому что будете чувствовать вот эту подноготную, да, других женщин, его характер, то есть вам это, по сути, тоже особо не надо. Так, следующий мужчина идет, девочки, тоже бывший. У нас идет энергетика такая вот тоже ухода-прихода, знаете, вот это мужчина, который не совсем уходил, да, это мужчина, который периодически проявлялся в вашей жизни, который приходил как победитель, да, император. У него, возможно, было несколько детей, он уже был женат, вот это уже точно мужчина женатый, да, в отличие от предыдущих. У него могли быть дети, могло быть несколько детей, то есть это мужчина такой очень уверенный в себе, да, действительно у нас идет сразу жена, причем жена у него, знаете, такая практичная, нетребовательная, да, к тому, чтобы он был верный и так далее. Ей главное, что вот деньги. Вот если пока он ей приносит все, что ей нужно, пока он выполняет какие-то свои обязательства, то есть она не вмешивается в его жизнь вторую, да, женщинами, там, семьями, третьими, вторыми и так далее. Но, возможно, кстати, она тоже гуляет, да, потому что идут еще какие-то мужчины. Так, что нам этот женатый мужчина сегодня скажет? Что он скажет, что он про вас говорит? Давайте смотреть. Ну, что он говорит? Он думает, что вы, ну, мягче, как сказать, я даже не знаю. Ну, женщина такая, знаете, любите мужчину, любите быть первой, любите быть стервозной, да, стервочка такая, не буду говорить другое слово. То есть он считает, что вы его обвели. У вас, возможно, кстати, сейчас есть семья, у вас все хорошо. То есть он думает, что у вас все хорошо. Даже если у вас не зарегистрирован брак, он думает, что у вас прочные отношения, что у вас есть дети там и так далее. То есть что вам не нужна его поддержка. И его это очень сильно раздражает. Он хочет себя как-то проявить, показать, что вы без него как будто бы не можете. То есть он сейчас будет вот появляться, да, строить какие-то воздушные замки, что-то вам наговаривать такое, как-то пытаться вас соблазнить, да, пытаться показать, что вот, я твой самый главный вариант, да, вот опять же, 7 кубков, самый главный вариант из всех, вот выбери меня. Ну, конечно, зачем нам нужны женатые девочки? Нам нужны свободные, да. Хотя при этом он уже боится, вы знаете, он уже боится с кем-то связываться, то есть ему проще написать вот женщине из прошлого, да, вам. То есть тут не то, что какие-то чувства даже к вам серьезные, да, он просто понимает, что другие его просто сдадут, да, это его семья, а вы как бы это все ничего не расскажете. Но тут действительно это влечет разрушения большие, да, то есть если вы с ним свяжетесь, тут ничего хорошего я не вижу, потому что по башне у нас всегда идут разрушения. Так, что он еще хочет сказать? Думает, что у вас есть мужчина, думает, что у вас есть поклонники даже несколько, да, то есть тут идут такие карты. Но при этом он конфликтует сам с собой. Вот он, знаете, вот по поводу чувств, давайте еще глянем, еще 2 карты. Да, действительно, он вас видел, знаете, такую ранимую девушку, такую прям любвеобильную, ну, то есть которая действительно создавала ему какой-то уют, да, не в плане бытовухи, потому что бытовуха у него была дома, вы больше как уют, да, вот встретить, обогреть, согреть, то есть такая, да, женщина. И, возможно, с вами бы, кстати, он готов начать был новую жизнь, вот как ни странно, да, потому что шут у нас всегда на новое, но у него внутренний конфликт, опять же, был, да, туз мечей, внутренний конфликт, то, что он не готов был оставить свою прошлую жизнь, да, и не готов был войти в новую с вами, все равно был какой-то конфликт. Так, если он сейчас будет у нас проявляться, да, он будет проявляться, будет манипулировать тоже, да, девочки, будут манипуляции и будет периодически пропадать. Вот такая у нас горькая реальность, да, получается, то, что мужчина будет, ну, маг-манипулятор, повешенный всегда на паузу, да, то есть манипуляции, там пришел, что-то подарил, возможно, что-то сделал, да, потому что тоже мужчины, вот последние эти были состоятельные, но будет уходить, будет делать вид, что так все и должно быть, понимаете. Решать, конечно же, вам, что вам делать, как вам
быть, да. Но вы мой ответ знаете, я всегда вам скажу, что главное в отношениях это вы, вот, а мужчины приходящие, уходящие.